Самусыз. Хазір татарча, які рущат сюлярга бельмим. Наверное, буду по-русски говорить. Не считаю, что если я буду говорить по-русски, это будет как-то плохо, потому что все равно в течение этой темы я пересекусь с темой татарского языка. Сейчас, одну секунду. Пришло время ваших комментариев. И еще одна причина, по которой стоит мне говорить именно по-русски, потому что, я так понимаю, мои видеоролики смотрят не все представители, это золотая молодежь татарской нации, не безразличные к смешиваниям национальностей и прочему, что их не касается. Ведь как обычно видят, что я говорю по-татарски, и сразу всякая фигня там начинается, это самое. Так что буду говорить по-русски. Согласитесь, что вы просто не знаете родного языка. Особенно я посмотрел, когда к моему видеообращению первому был комментарий, типа, когда я сказал Минам Исмам Риат Хасипов, а разве это мишари не говорят слово это атом, а не исмам? Я раскрою вам страшную тайну, а еще мишари говорят по-русски. А еще мишари говорят по-английски. Многие, и слава Всевышнему, что так есть, говорят по-арабски. А еще, к сожалению, мишари учат говорить на казанском диалекте. Что, естественно, плохо, потому что у мишари есть свой диалект. Я читал новость, что сейчас мишари уже борются за то, чтобы преподавали мишарский диалект, чему я бесконечно просто счастлив этой информации. Заходите на мою группу ВКонтакте, она называется ТММ. Нет, киргизы, айтматовцы. Это не типичный мишарский манкурт, а типичный мишарский монгол. То есть про тех мишар-татаристов, которые что-то против меня имеют. Я никогда не имею ничего против вернее, мне не получится убедить в том, что татаристические мишари правые, а нет, по одной простой причине. Эти мишари татаристические, они тупые, как сибирские валенки. Я вообще не понимаю, как так можно жить. Они в ауле живут в своем мишарском, они не знают жизни совершенно. Это полный идиотизм, как они живут. Сейчас вам приведу один наглядный пример. Началось все с того, что я в какой-то группе, сейчас скажу какая группа, татарлар поймут, написал о том, что ищу для знакомства девушку-мишарку, естественно. И логично, что если размещаешь, там была группа связанная, был пост, вернее, связанный для знакомства татар, я хотел просто общаться с девушкой-мишаркой. Я вообще люблю общаться с девушками и вообще интересуюсь и наслаждаюсь женским мышлением, не являясь при этом подкаблучником. У меня к девушкам такое поэтическое отношение. И, естественно, девушки мне нравятся соответствующие. И мне решил ставить какую-то фразу, какой-то мишарский такой раб-татар, монгольский раб. Были же у Чингисхана рабы. Спрашивается, что ему делать, нафига писать комментарий, если я сказал, что буду общаться с девушкой. Ну, не знаю, латентный гомосексуалист или как тебе назвать. В принципе, я не удивляюсь, если он окажется таким, учитывая его позицию относительно мишарей. Ну так вот, что он пишет. Спрашивается, что такого я написал.
А я написал вот что. Надо вот найти, что я написал сейчас. Тут просто такой длинный список. Тут вижу комментарий. Какой-то Ильдар Галиев пишет: ищу татарку, которая научит меня родному языку. Да уж. Называется, если люди не знают родного языка, манкурт по-прежнему ты. В данном случае я. Киргизское слово. Так вот. Группа называется, пост называется Айдагистан Шайх. И мой комментарий в пост. Самусыз нормаль мишер кыз белән танышам. Үзем романтик һәм джентльмен. Кайгыртуны һәм игътибар итәргә сүз бирәм. Что есть такого-то необычного? Вот нашелся же. Человек, который решил ставить сюда свой, не знаю, высер. Может, реально латентный гомосексуалист, потому что этот, и у него ко мне какая-то, во мне вбил какую-то подавляемую в себе потребность либидо и решил так агрессивно выразить это. Че, Фрейд, классика психологии. Так вот, что он пишет. Азат Денюров его зовут. Ринат, мында татарлар гына, син мишәр концепциясын мында тыкма. Без синнан башка мында справиться ителәрбез. Мин мишәр, ләкин сүз үзебезне атабыз татарлар. Сөйләшебез татарча. Син тагырга бөтенләй кирәк манкурт. Мин бит беләм нинди син кеше. Каян син, нинди фикерләрең синең. Я говорю, Азат, манкурт һәм тагы Шыңгыз Әйтмәтовның кыргыз сүзләрен кирәкми. Халкым үз терминнарга да яхшылыкка бай. Шуңа күрә син Казанлы мишәре, ягъни горур һәм бай батырша халкының мишәр түгелсең. Минем концепциям син кебек кыстәкәләргә бәйләнми. Сабый, справиться татарча, белешү була, өйрән. Мин монда тынычлык белән. От себя могу добавить. Опять же. То же самое, что я сейчас говорил. И я как-то зашел в группу, посвященную Мишарям, и он там тоже, короче, высирается. И по поводу того, что он там высирается, это вообще отдельная история. Я потом приведу примеры. Думаю, сейчас не стоит это делать. Тем более времени мало, места мало среди видео. Суть-то в чем? Я зашел к нему на страницу. Вот я сейчас зайду на страницу к нему. И тут можно увидеть, как он, не знаю, строит из себя такого прям татарина. Однако, не знаю, собирает всякие там вещи типа того, чтобы там, не знаю, выживание, военное, там, не знаю, там подготовка и все. А нафига, вот потребность же в мишарстве есть, вот мишарские корни дают все знать. Почему ты игнорируешь мою идею? У тебя какое-то нетрадиционное отношение к жизни, не знаю, к ценностям. И опять же, я не считаю, что прям нужно отделять татар от мишари. Я, опять же, не разделяю и не властвую. Насчет не разделяю и властвую, я вам сейчас еще один комментарий зачитаю. Что он здесь пишет такое, то что, так, у него, короче, такая есть картинка, которая, там, не знаю, такой пацанчик маленький, у него, короче, такая рука здоровая, такая, фотошопленная, написано. Там, помню, был такой еще прикол, с него делали. То, что такая рука здоровая, там написано, там надрочил, типа того, короче. А он пишет, когда каждый день крестишься перед иконой Божьей Матери. Ну, блин, ты что, салафит? Какая тебе разница, кто как крестится? Вот у Мишари никогда не было ненависти к людям другой веры, другого цвета кожи, не знаю, другой национальности. Это все вот татаристическое говно, которое есть у Мишари. Вспоминаем этот самый, на набережной Челны, когда этот старик прикончил, не знаю, там застрелил человека, который там его заставил тюбетейку снять, врача попросил. Не чтобы сразу на корню разобраться вот, в исходе на месте возникшей ситуации. Нет, он его потом высел, как последняя дрянь, его там застрелил у него из-под тишка. Это вообще не по-мишарски, это по-татарски. По-монгольски. Так, короче, комментарий, который мне здесь написали. Здесь вот, короче, на моем канале я увидел такой комментарий. Этот комментарий, причем не этого мишариста,
Фу, извиняюсь, не татариста, а этот... обычного такого этого... чмошника. Что себя представляющего, короче. Вернее, не представляющего себя, а что-то из себя строящего. Блин, походу комментарий ударил, но я постараюсь его найти. Блин, как фигово. Я сейчас, кстати, на странице своей сижу, в которой в последующем будет залит этот ролик тоже. Нет, такая вот фигня. Как последние вот крысы, вот средние вот собаки женского пола напишут, когда получат отпор, сразу убегает. Вот идиоты, скоты. Так, не прощаюсь. Тема этого Азатки Зинуровой еще впереди. Я расскажу на его примере, как это бывает, что Мишарис становится татарами. Все, так. До связи, подписывайтесь на канал. Оставляйте лайки. Кстати, лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь в группу ВКонтакте «Типичный мишарский монгол» ТММ. Надеюсь на внимание. Не на понимание, а внимание. Будет внимание, остальное, как говорится, успеется.